Кимы, металлодетекторы, рамки, при себе только паспорт и бутылка воды. ЕГЭ для родителей почти ничем не отличается от экзамена, который сдают выпускники, за исключением одной детали. Результаты этого экзамена никак не повлияют на будущее родителей. Вновь сесть за школьную парту Лилия Доскиева решила, чтобы узнать, что ожидает уже в мае ее дочь, которая в этом году заканчивает школу. Двое ее старших сыновей уже сдали ЕГЭ, причем успешно. Но среди родителей бытует мнение, делится Лилия, что с каждым годом ЕГЭ сдавать сложнее. И это далеко не единственный стереотип, связанный с экзаменом. Я хочу сравнить и для себя знать точно уже, что это не понаслышке ЕГЭ, а на своем личном опыте. Ощутить на себе все сложности единого госэкзамена решил и руководитель субъекта Юнусбек Евкуров. Сегодня он в своем единственном и главном статусе родителя наравне со всеми скромно, без лишних комментариев будет сдавать экзамен по русскому языку. И если обычно время проведения ЕГЭ составляет более 3 часов, то сегодня его сократили до 30 минут. Правда, и заданий тоже стало меньше. Работа состоит из 13 вопросов, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ, и сочинения по предложенному тексту. День проведения экзамена запрещается иметь при себе средства связи, справочные материалы, письменные заметки, выносить из аудитории ИПП черновики, фотографировать экзаменационные материалы, пользоваться справочными материалами. После инструктажа участники ЕГЭ приступают к заполнению бланков и выполнению работ. Кому-то понадобилось 30 минут, а кто-то справился за 10, как Хади Костоева. В этом году ее дочка тоже будет сдавать ЕГЭ. И сегодня Хади лично убедилась, что задания хоть и сложные, но выполнимые. И при должной подготовке выпускники справятся с ними успешно. Программа, конечно, сложнее, чем была при нас. Мы давно заканчивали. Абсолютно другая система, другие задания. Более сложно. Но дети справятся. Я думаю, дети справятся. Мы справились. Я сама ощутила все это. Поняла, как трудно моему ребенку будет. Но все равно можно сделать тесты. Не так уж трудно, я думаю. Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходит в стране уже 2-й год подряд. В этом году к ней присоединились более 50 субъектов России с целью повысить информированность родителей и выпускников об особенностях экзаменационных процедур. Они и более уверены могут быть со своих детей, и психологически подготовить этих детей могут, потому что все-таки в течение года и учителя занимаются с ними не только предметно, но и психологи дополнительно готовят, можно сказать, морально детей, подготавливают к сдаче единого государственного экзамена. Здесь родители сегодня смогли увидеть буквально все этапы, через которые проходят дети. Они понимают, что в этом нет ничего страшного, если ребенок заранее подготовлен, если в течение минимально 2 лет он поэтапно готовится к своим экзаменам, никаких проблем на этапе сдачи экзамена возникнуть не может. В Ингушетии экзамен прошел в 3 пунктах. В 11-й школе города Назрань, в лицее города Сунжа и 5-й школе селения Новый Редант. Результаты пробного ЕГЭ станут известны в течение недели. Ознакомиться с ними можно будет на пунктах сдачи экзамена. При себе необходимо иметь паспорт. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.